Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. Как и обещала, сегодня я расскажу об одном из видов традиционной рыбалки, о стрельбе по летающей мишени от лица женщины и в конце поведаю о самых фотогеничных локациях в окрестностях Якутска. Приступим. С первыми днями марта наконец-то распогодилось. В эту пору рыба, теснимая нарастающим от лютых морозов льдом, собралась в больших количествах в излюбленные омуты. И народ начинает готовиться к куюру. Куюр – это особенный способ ловли озерной рыбы, карасей и гальянов, присущий только народу Саха. Такого вида рыбной ловли нет ни у одного из народов мира. Куюр распространен в Центральной Якутии, где множество мелких, промерзающих до дна озер. Рыбу ловят специально изготовленным обручем, который называют куоя. Сегодня его делают в основном из пластика или металла, а в старину его делали из дерева. В самую стужу срубали лиственницу, выпаривали и гнули обод. Куя передается из поколения в поколение. Кто и когда изготовил, неизвестно. Сачок нынче готовят из готовой сети, а раньше плели из конского волоса. Ямы, где залегла рыба, можно определить по льду озера. Благодаря впадине, которая образуется на месте омута, куюр – это спорт, промысел и лишний повод поразмяться и подышать таежным мартовским воздухом. Сегодня древний промысел народов Саха возрождается. К нему примыкает все больше людей. И что примечательно – молодежь. А это значит, что традиции предков народов Саха будут жить. Кроме этого, куюра в старинные времена использовали другой метод. Весной через приспособление верша тоже отлавливали рыбу. То есть в прорубь горизонтально помещали вершу, и таким образом весной, когда рыба выходила на свет, то при возвращении в глубину попадала в ловушку. А сейчас я занимаюсь куюром. Здесь прорубь проделывает пешней в конусообразной форме. Это с древних времен искусные, опытные рыбаки применяли и при конусе. В проруби вода вращается, и рыба сама выплывает и заплывает в куюр. О невероятной меткости якутян, о которых слагаются легенды, мы с вами вспоминали вчера. Сегодня я хочу познакомить вас с чуть ли не единственной женщиной Якутии в таком суровом и точном спорте, как спортинг по стендовой стрельбе. Дай! Ну что ж, сегодня у нас эксклюзив, на самом деле, по всей России в спортинге женщины – это всего около 40 человек. У нас в Якутии одна такая есть, и мы сегодня с ней познакомимся. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Нонна Миронова. Ну, я поправлю, 40 человек – это, примерно, женщин, это у нас в России, примерно женщины стреляют. А в Якутске нас двое, трое девочек, да, есть в Намцах, стреляет девочка, вот Кира Ефремова стреляет, она пришла в прошлом году, вот, начала стрелять. А я сама стреляю около 7 лет. Мастера спорта Российской Федерации выполнила в прошлом году в городе Тольятти. Смотрите, вот нам интересно, вот мужскую сторону мы уже много слышали, да, много поговорили. Вот интересно со стороны женщины, как вот эта подготовка, да, если физически не всегда возможно, допустим. Как вы представляете, как вы сами готовитесь? Что нужно иметь, какие качества? Насчет вот подготовки, скажем, да, это такой достаточно долгий, скажем, нудный путь, потому что не все так просто, нельзя вот просто прийти и начать стрелять хорошо. Питание, психология, чтение книг их очень много, да, скажем, я и книги читаю по психологии, благодаря все этому спорту. Вот вы сказали психология. Как психология влияет на стрельбу, на меткость вообще? Скажем так, это в моем понимании, да, может, многие со мной не согласятся. Тут, наверное, просто, скажем так, заставить себя сделать. Вот в момент стрельбы ты просто должна максимально выложиться. То бишь ты не должна в себе сомневаться, ты должна быть в себе уверена, быть максимально уверенной. Как всегда, все самое интересное остается за кадром, к сожалению. Но все же я попрошу вас продублировать. Вы сказали, что это все не просто так, это не просто тарелки, как вы сказали, да? Это такое... Что вы имели в виду под этим, когда вы сказали? Я вот имела в виду то, что спортинг – это такой спорт очень, скажем, научный практически вид спорта. Очень много факторов в нем есть. Сами мишени, сколько полетов. Полетов большое количество. И представляете, у каждого полета есть своя определенная скорость, своя траектория. Вот в этом и есть вся сложность всего этого. Поэтому, я думаю, что бояться не стоит. Да, пугать мы никого не хотим. Пусть люди приходят, стреляют. И это очень, скажем, такой действительно очень интересный вид спорта.
районе жители и охотники нескольких сел сплотились ради общего блага. В связи с природными лесными пожарами прошлого года в Вилюйском районе волки подходят близко к населенным пунктам. Работа по уменьшению численности ведется с осени. Из-за этого коневоды и жители, что содержат скот, следят за тем, чтобы кони не паслись за пределами деревни. Это приводит к стремительному снижению запаса сена. Поэтому охотники Вилюйского района сплотились и вышли на охоту за дикими хищниками. Общими усилиями и с применением различных методов, в том числе традиционных, охотникам удалось поймать 36 волков. На сегодняшний день на свободе обитает еще примерно 20 особей. Население отнеслось к вопросу серьезно. Скидываются денежными средствами, кто-то выделяет горючее. Сельское хозяйство для жителей деревни – насущный хлеб. Применены разные методы, в основном метод флажкования. И этот метод на территории Слега нашими охотниками впервые использовано и показало свой эффект. В сравнении с этими еще традиционная охота капканные и петлями еще используем. Результаты того, что два охотника у нас, один 10 волков, другой 8 волков добыли капканом и петлями. Потрясающая новость для всей молодежи Якутии и всего Дальнего Востока. Молодежный фестиваль «Мус-Устар» пройдет в республике уже 25 и 26 марта. Цель фестиваля – предоставить молодежи возможность для личного развития и самореализации в разных сферах деятельности, таких как кинематография, искусство, фэшн, бизнес, спорт, музыка, танцы, мультипликация, журналистика. И в этом году добавилось еще два направления – молодой ученый и экология. Также стали известны хедлайнеры фестиваля. Это Егор Дружинин, Клава Кока, кинорежиссер Алексей Учитель, директор киностудии «Союз мультфильм» Борис Машковский. Также будут известны блогеры, тиктокеры и предприниматели. В дальнейшем списке хедлайнеров пополнится самыми известными личностями международного уровня. Сейчас предлагаю прослушать фрагмент пресс-конференции фестиваля, в котором организатор Ольга Грищенко поделилась приятными сюрпризами фестиваля. У всех этих журналистов и блогеров огромное количество подписчиков, и мы надеемся, что вы сможете совместно поработать и в совместных проектах, и в том числе подчеркнуть для себя какие-то полезные, нужные знания и нетворкинг для того, чтобы критично увеличить количество своих подписчиков. И сделать, возможно, совместные проекты. Глеб Харитонов – это основатель стартапа «Бриски». Собственно говоря, входит в 30-ку российского Форбса. Второй сюрприз – это как раз Дмитрий Красилов, в народе Пухляж. 22-23 числа Пухляж и съемочная группа будут кататься вместе, наверное, с вами по Якутску и выбирать лучшие рестораны, лучшие туристические направления, лучшие интересные локации, развлекательные точки, что можно делать в Якутии, что можно делать в Якутске. И это шоу выйдет на всю Россию в рамках шоу Муз-ТВ. Впереди несколько дней праздничных выходных. Это потрясающая возможность провести активные выходные и организовать крутые фотосессии. Сегодня я поделюсь локациями подробными совместно с якутской блогершей Матрёной Стручковой. Наша первая локация – Табагинский мыс. Издавна людей привлекало это место, с которого открывались прекрасные виды на долину Туймада и полноводную реку Лену. Местная природа располагает неспешным пешим прогулкам по горной и пересеченной местности. Жителям Якутска вовсе не обязательно ехать за 100 километров на те же Ленские столбы или Еланку, а можно вполне комфортно остановиться в районе Табагинского мыса. Турбаза носит этнический характер, с якутского названия переводится как «Великий мыс». По преданию, Табагинский мыс – это место встречи прародителей якутского народа Омогой-Бая и Элей-Боторо. Главное преимущество Табагинского мыса – это близость к городу и живописная местность. На автобусе до мыса можно доехать за час, на своем транспорте примерно за полчаса. Вторая локация – речка Кенкеме. Осенью и летом там особенно красиво, но и сейчас можно сделать потрясающие фотографии. Кенкеме – это знаменитая таежная речка. Здесь много лесной и водоплавающей дичи. Водятся зайцы, часто встречаются косули. Главное преимущество – условия дикой природы всего за 50 километров от города. Еще одна локация, которая расположена прямо на окраине города, в 5 километрах к западу от центральной части Якутска, это сопка Чочур-Муран.
Это зона активного отдыха, там можно просто попить горячего чая из термоса и любоваться видом. Ну и, конечно, сфотографироваться. Красивые и колоритные фото вам обеспечены. Но если говорить о локации в самом городе, то предлагаю посетить сквер профессоров возле главного учебного корпуса СВФУ. Сейчас там особенно атмосферно. На этом все. Рубрика фотолокаций будет и в дальнейшем пополняться. А сейчас я вам желаю провести отличные выходные, получить бесконечное количество положительных эмоций и пополнить свои странички в социальных сетях красивыми атмосферными фотографиями. До встречи в следующих эфирах.